Друзья, приветствую вас на своем канале «Сказы сибирского шамана». Я продолжаю тему варгана. Еще одна из его тайн, один его секрет в том, что варган можно успешно использовать для медитации. Варган сам по своей природе медитативен, и когда человек играет на варгане, варганный звук, варганная обертона вводят человека, сознание человека в состояние созерцания и медитации. Эта особенность, она была известна и использовалась людьми для того, чтобы входить в медитацию. Например, в буддизме широко используется варган для медитации. Можно сказать, и в шаманизме. В шаманизме тоже есть своеобразная медитация. Если не цепляться за термины, а прозревать суть происходящего, то, по сути, диалог шамана, белого шамана с природой, он созерцателен, медитативен, с природой, с духами, помощниками, с божествами, с духами местности, там гор, рек и прочее. Он тоже медитативен, он тоже созерцателен. Но можно использовать варган для, скажем так, медитации с именами божеств. То есть, если вы во время игры на варгане проговариваете безмолвно, без озвучивания, только артикуляцией имена божеств, у вас получается варганная импровизация, направлена на конкретное божество, и имя божества, когда вы призываете, это вы в этот момент получаете силу этого божества, присутствие этого божества, благодать этого божества, свет этого божества, дух этого божества сходит на вас. Можно еще более усилить медитацию, если использовать во время медитации с варганом, с именами божеств, использовать еще изображение этих божеств или статуи этих божеств. Вот, скажем, в буддийском мире широко используются статуи богини Тары, например, статуи Авалокитешвары. И когда вы совершаете медитацию с варганом, можете поставить перед собой либо изображение, либо статуя. Значит, как понять, вошли вы в состояние медитации или нет? Когда вы вошли в состояние медитации, лик божества или там статуя как бы оживает, она обращена как бы конкретно к вам. У вас возникает такой эффект. Это не шиза, это конкретное проявление духовного мира. Вы призываете имена божеств, божества откликаются. Все совершенно закономерно. Если ваше сознание допускает такие моменты, это с вами происходит. Если не допускает, это, скорее всего, с вами не будет происходить. Но никто не сможет отрицать, что природа варгана, самого варгана, она медитативна и созерцательна. Сама игра на варгане, она медитативна и созерцательна. И даже то, что в варганной импровизации используется различная обертона, даже этот факт говорит о том, что эта сфера варганной импровизации созерцательна и медитативна. Она похожа и близка на сферу горлового пения. Горловое пение, оно тоже созерцательно, медитативно. Не зря горловое пение и игра на варгане проявлялись в Сибири. Потому что Сибирь, она сама, можно сказать, по своей природе, можно сказать, природе с большой буквы, Сибирь медитативна и созерцательна. И поскольку в Сибири природа, она такая очень чуткая, ранимая, и она очень такая близкая к человеку. Все равно в любом случае Сибирь не сравнишь с европейской частью России, например, где большая скученность населения, чем в Сибири, где, может быть, природа не в такой степени сохранилась. Ну, зависит от того, какое место в Сибири брать.
В общем, природа в Сибири созерцательная и медитативная. И когда ты бываешь на природе, вот я могу из своего опыта сказать, когда я бываю на природе, я вхожу в это состояние созерцания и медитации. Оно само приходит. Стоит, ну, допустим, минут 5, может быть, 10, в зависимости от внутреннего состояния, побыть где-то вот в девственной природе, в чистой природе, ну, даже вот в деревне побыть. И это состояние медитативности, созерцательности, молитвенности, оно само, можно сказать, находит. Сходит природная благодать и помогает вот пребывать в этом состоянии. Но я могу подробнее сказать о медитации с помощью имен божеств. Ну, допустим, берем имя какого-то божества. Допустим, вы берете имя, например, Брахмы. Вот я возьму варган и допустим, медитация О, Брахма О. Ну или, допустим, известная буддийская мантра Ом Мани Падме Хум. Вот во время такой варганной медитации происходит складывание двух движений. Вибрация варгана, волна варганная движется, и артикуляция создает определенный ритм. И вот наложение одного на другого усиливает эффект. То есть, по сути, вы играете на варгане, это подобно медитации, это подобно молитве, это подобно созерцанию. Таков варган. И можно сказать, что имя божества, которого вы призываете, божество, великое множество имен божеств, ну, можно сказать так, что есть отеческое начало, отец, есть материнское начало, мать, или, допустим, золотой дед, золотая баба. У них в земном универсуме 1500 имен. Эти 1500 имен вы можете озвучивать, найти близкие вам. Знаете, как вот найти имя божества, близкое вам? Берете имена божеств, читаете про себя, и то, которое уколет в ваше сердце, то божество чем-то вам близко, чем-то оно вас цепляет. Значит, через него и будет происходить вот это вот схождение духа и светолитие происходить. Имя божества, можно сказать, окно. Окно или дверь. И может быть 3 состояния у окна и двери. Приоткрытое окно, открытое окно и распахнутое настежь. Также и дверь. Приоткрытая дверь, открытая дверь и распахнутая настежь. То есть вот степень вашей вхождения в медитацию можно описать 3 фазами. Вот. Кроме того, когда вы вот такое действие такое совершаете, это сакральное действие, вы наполняетесь.
Я еще повторюсь, наполняйтесь духом божества, имя которого вы используете в медитации. Вы наполняетесь светом того божества, имя которого вы используете в медитации. Вы наполняетесь духом этого божества, имя которого вы используете в медитации. Очень интересный процесс. Попробуйте, может быть, у вас это срезонирует, как я говорю, ёкнет. А может быть, не срезонирует. Это зависит от человека во многой степени. Это зависит, конечно, от его вхождения в определенные сферы. Что такое сфера? Вот представьте себе мяч, да, вот большой мяч, большая сфера, маленький мяч, маленькая сфера, огромный мяч, огромная сфера. Можно сказать, вот мир земной – это такая сфера, мир небесный – это такая сфера, такая. Ну почему сфера? Потому что вот по законам мироздания как бы некий мир, он стремится именно к сферической такой вот форме, потому что эта форма наиболее оптимальная. И вот, когда я употребляю слово «сфера», я имею в виду вот это, сферичность некоторого мира. И есть большое отличие, значит, игры, когда вы играете просто на варгане, и когда вот такая сфера проявляется. Когда сфера проявляется, это всегда окрыление, полет, вдохновение, это всегда открытие. Вот представьте себе варган, да? Вот какая сфера стоит за варганом? Сфера кузнецов, которые ковали варган, древних кузнецов. Сфера мастеров, изготовителей варгана. Сфера сказителей, кайчи, Алан Хасутов. Сфера вот варганистов, которые достигали определенных варганных высот. То есть это такой целый мир, это такая целая вселенная. И когда вы в эту вселенную входите, то, естественно, обогащается ваша варганная игра разными фишками, разными приемами, разными открытиями. Сфера, этот мир, он желает поделиться с вами этими открытиями. Ну, для этого, видимо, самое главное, нужно иметь желание, и чтобы ваше сознание допускало такую возможность. Потому что если сознание не допускает такой возможности, это не сможет проявиться. Вот медитация, она позволяет достичь такого вхождения. А когда вы совершили медитацию, вот, допустим, с помощью варгана, да, с именами каких-то божеств, вот тот дух, который на вас сошел, та сфера, которая на вас сошла, тот мир, который на вас сошел, та благодать, которая на вас сошла, тот дух, который на вас сошел, он желает проявиться. И вы дальше начинаете творить варганную импровизацию, а она будет звучать в особом ключе. Это будет нечто не похожее на обычную вашу игру. Вот из этого вы узнаете, что действительно на вас сходило то, о чем я говорю. Поэтому творите, вдохновляйтесь, используйте разные ключи, используйте те ключи, которые вам подходят. Даже если вы, допустим, просмотрели это видео, это не значит, что вам это подойдет. Может, вам это не подойдет. Смотрите по своему внутреннему, по отклику сердца. Пробуйте, если хотите. Это совершенно свободные действия, совершенно свободный выбор. Здесь не может быть никакого принуждения, никаких штампов, никаких схем, привычных ходов. В любом случае, если вы увлеклись варганом, у вас какой-то будет свой варганный путь. Можно так даже его назвать. Варганный путь. Вы пройдете определенный путь от человека, который впервые взял в руки варган и издал какой-то звук пяу-мяу, до, может быть, мастерства или великого мастерства, или высочайшего мастерства варгана. Ничто не препятствует вам достигать этих высот. Ну, если
внутри есть у вас вот такое стремление, желание. Рано или поздно все это проявится в вас. Для этого вам в помощь варганные уроки. Для этого вам в помощь, так сказать, те варганисты, которые учат игре на варгане. Ну и мои видео, мои статьи вам в помощь для этого. Благодарю вас за внимание. Приходите на мой канал, оценивайте мое видео. Не забывайте ставить лайки. Это очень важно для продвижения моего канала. Это меня вдохновляет творить еще. Ваши комментарии особенно вдохновляют меня творить еще и еще. Снимать видео и делиться с вами. Если захотите чем-то поделиться варганным под этим видео, пожалуйста, пишите. Мне это тоже очень интересно. Ваш сказитель Белый Шаман, сын полярной звезды и большой медведицы, варганист, импровизатор, мастер по изготовлению варганов и прочее. Р. Сагатох Чуромкин. До встречи, друзья!